Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем уроки дуа, мольбы. Сегодня у нас 11-й, по-моему, урок. Тавассуль. Тема урока тавассуль. Что такое тавассуль? Тавассуль, само слово, подразумевает поиски близости к чему-либо. То есть означает поиск пути приближения к чему-либо. И в нашем случае слово тавассуль означает достижение довольства Всевышнего Аллаха посредством чего-либо. То есть через какие-то методы, способы, пути. И что касается слова «василя», которое Аллах употребляет в своем обращении к нам, то это слово «василя», то есть однокоренное слово со словом «тавассуль», означает средство приближения. И Всевышний Аллах говорит: «Я айюхаллазина аману», вот те, которые уверовали, иттакуллах. Придерживайтесь таква, бойтесь Аллаха, остерегайтесь Его гнева. Вабтагу илейхил василя. Вабтагу, то есть ищите пути приближения к Аллаху. Это сурат Аль-Маида, 35-й аят. И вот в этом аяте Аллах приказывает верующим, повелевает нам искать пути, которые приближают нас, иншаллах, к Аллаху, к Его довольству, к Его милости, с помощью покорности и следования тому, что угодно Ему. И вот Всевышний Аллах повелел нам искать пути приближения к Нему, и сам же, как искать, какие пути? То есть человек не имеет права сам придумывать какие-то пути. Например, у нас 4 минарета, самый высокий минарет вот этот. Один человек проснулся утром и решил приблизиться к Аллаху. 5 раз в день он поднимается через лестницу наверх, там 50 метров, это нелегко, и спускается. И вот он говорит: я приближаюсь к Аллаху. Конечно, это не путь приближения. Поэтому Аллах, Он приказал нам искать пути, то есть изучать, узнавать все это. И сам же Аллах научил нас, учит нас искать, где искать эти пути приближения к Нему. И мы должны понять, что приблизиться, стать ближе к Аллаху возможно только через те пути, через те дела, которыми Он доволен и которые любит Он. И, несомненно, ни один человек не может снискать довольство Всевышнего Аллаха и стать как-то ближе к Нему через те пути, которые нравятся Ему, то есть рабу. Или же, как я уже говорил, через те пути, которые Он сам себе придумывает. И вот эта проблема и мусульманской уммы, не только всех людей. Многие пытаются искать, найти, приблизиться к Аллаху, найти пути приближения к Нему через те деяния, через те пути, которые противоречат канонам Аллаха, которые противоречат канонам шариата, которые идут наперекор указаниям пречистой сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Очень много людей сами придумывают методы и думают, что это приблизит их к Аллаху. Они говорят: мы же искренне это делаем. Я же 5 раз на минарет искренне, ихлас, поднимаюсь. Аллах примет мое поклонение? Нет. Сколько бы они ни думали, что это приближает их к Аллаху, на самом деле все эти дела, на которые не указывает книга Аллаха и сунна пророка, все это только отдаляет их от довольства Всевышнего Аллаха. И вот
Анва тавассуль аль-машру. Книга Аллаха и сунна его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на какие же конкретные виды путей приближения к Аллаху указывает нас. Давайте вот возьмем сегодня несколько причин, на которые указывает книга Аллаха и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первое. И все это касается именно наших дуа. Почему вот эта тема, эту тему мы взяли, и в книге приходит тема, потому что все эти методы мы используем, вы это поймете, во время обращения к Аллаху. Первое. Обращение к Аллаху посредством Его имен и атрибутов. Когда мы обращаемся к Аллаху, книга Аллаха указывает на то, что мы должны искать приближение к Аллаху, к довольству, через Его наипрекраснейшие имена и атрибуты. На это указывают слова Всевышнего Аллаха в суре «Преграды», Аль-Аграф, 180 аят. Аллах говорит: «Валилляхи аль-асмауль хусна». И у Аллаха есть прекрасные имена. Да, мы с вами знаем, что у Аллаха есть наипрекраснейшие имена, и 99 из них ученые нам собрали с Корана и Сунной. В некоторых именах, мы знаем, есть разногласия среди ученых. Эти ученые говорят, что вот именно это имя является именем Аллаха. Эти говорят, нет, 99 имен. И мы знаем, что имена и качества Всевышнего Аллаха никак не ограничиваются этой цифрой. Их намного больше. И вот Всевышний сказал: «Валилляхи аль-асмауль хусна», и у Аллаха есть наипрекраснейшие имена, «фад'уху биха», и взывайте к Нему по ним, по этим именам. Любое из этих имен мы можем использовать, когда будем обращаться к Нему. Потому что многие из нас, они по причине ограниченности их знаний по этой теме, они максимум несколько, 3-4 имен знают, и поэтому обращаются к Нему только через них. О Аллах, это самое великое имя. Я Хайюн, Я Кайюм, некоторые знают. О Вечно Живой, Вседержитель. Я Робби, о Господь мой, Создатель мой, и так далее. Аллах Тааля говорит: взывайте к Нему по ним, используя эти имена, «Вадаруллазина юлхидуна фи асмаихи», и оставьте тех, которые не веруют в Его имена, «Саюджзауна ма кану я'малун», и им воздастся в будущем за то, что они делают. Суратуль Аграф, 180 аят. И вот в этом аяте Всевышний повелевает нам обращаться к Нему через Его прекрасные имена. И как пример этому виду тавассуля мы видим самая святая сура, которая занимает свое место на первой странице мусхафа Корана. Это сурат Аль-Фатиха, открывающая книгу. И вот это действительно пример этому виду пути приближения к Нему. Аллах Тааля говорит: «Бисмилляхи», с именем Аллаха, Ар-Рахмани, Ар-Рахим, милостивого, всемилостивого. Хотя Ар-Рахман, Ар-Рахим, обе имени мы переводим как милостивый, но мы знаем, что есть здесь свое различие. Аль-Хамду, вся хвала и благодарение кому? Лилляхи, Аллаху. Раббил алямин, Господу миров, Господу и людей, и ангелов, и джиннов, и вселенной, всех галактик. Ар-Рахмани ар-Рахим. Аллах Тааля повторяет свои имена, самые великие имена. Ар-Рахмани ар-Рахим, милостивый, всемилостивый. Малики яумиддин, Малик, то есть это властелин, царь. Яумиддин,
дня в переводе яумуддин, аддин, то есть день, когда люди получают свою зарплату, так скажем, который этот день называется день воздаяния, который день, когда люди получат то, что они заслуживают. И вот это 4 аята. Вот в этих 4 аятах имена Аллаха повторяются 8 раз. 8 раз. И только после этого мы переходим к словам мольбы. Ияка нахбуд ва ияка настаин. Мы даем присягу перед Аллахом. Это самый святой аят из этой суры. И тебе только мы поклоняемся, и у тебя только и спрашиваем помощи. Ихдина. И вот здесь мы просим. Ихдина. Наставь нас. Веди нас. Сират аль-мустаким. По истинному пути. То есть наставь нас на истинный путь. Веди нас по истинному пути. И вот только после слов восхваления Всевышнего, только после того, как мы несколько раз повторяем Его прекраснейшие имена Ар-Рахман, Ар-Рахим, Малики, Яумиддин, только тогда мы начинаем просить у Него наставление на верный путь. И вот на примере самой великой суры, альхамдулилля, мы можем использовать и другие имена Всевышнего Аллаха в наших дуа, мольбах. И когда мы просим у Аллаха силы, мощи, когда нам нужна в чем-то сила, да, когда нам нужно в чем-то терпение, то мы, альхамдулилля, вспоминаем Его безграничную силу и могущество. И мы говорим: «О Аллах, помоги мне! О Аллах, дай мне сил, ибо Ты анталь азиз, ибо Ты могущественный, зуль кува, обладатель безграничной силы, ва анта аля кулли шайин кадир, и Ты мощен над всякой вещью». То есть, когда мы просим у Аллаха помощи, силы, альхамдулилля, мы просим у кого? У Всесильного, у Могущественного. Поэтому мы можем просить именно через эти Его имена и качества. Когда мы просим у Аллаха ризк, пропитание, чтобы Аллах дал нам, нашим семьям, нашим близким ризк, еду, питье, имущество, потому что не только нужно есть и пить, нужно и одеваться, и машина нужна, и дом нужен, имущество. Мы знаем, что единственный тот, кто дает пропитание, это Аллах, Ар-Раззак, Аль-Ваххаб, Вседарящий, который дарует нам много-много раз. И когда мы просим, мы вспоминаем, что только Он является Ар-Раззак. Поэтому мы говорим: «Я Раззак, урзукни». О, тот, который дает пропитание, дай нам пропитание, накорми нас, напои нас, одень нас, ибо Ты дающий пропитание. Когда нам нужна милость Аллаха, а милость Аллаха нам нужна всегда, мы говорим: «Я Рахман, Я Рахим, ирхамни». О, милостивый, ниспошли мне свою милость. Или же: «Я Гаффар», о, тот, который все время прощает. Эгфирли, прости меня, прости мои грехи. Как обращался к Аллаху один из праведных, он говорил: «О Аллах, я знаю, у меня много грехов». Кто может сказать, что у него нет грехов или мало грехов? Если кто-нибудь среди нас думает, что меньше всего грехов у него, это самый грешный человек из нас. Поэтому, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, открыл секрет и назвал имена мунафиков, лицемеров, которые жили среди сподвижников, Хузайфа, один из сподвижников подошел к Хузайфа и сказал: «О Хузайфа, я боюсь, я сильно очень боюсь, что я тоже в этом списке, что я тоже среди них». И как ему ответил Хузайфа? Он сказал: «Если бы ты был одним из них, ты бы не боялся за свою веру». Боится кто? У кого есть вера.
Боится потерять имущество кто? У кого есть имущество. Боится потерять работу кто? У кого есть работа. Боится потерять жену, семью кто? У кого есть жена, семья. А у кого нет, он не боится. И здесь то же самое. Если человек, у него есть искренность, он боится. И вот этот праведник, он говорил: о Аллах, я знаю, я признаю, у меня много грехов. Но Аллах, милость твоя безгранична. То есть грехов у меня много, но у тебя милости больше, чем мои грехи. Поэтому прости меня. И вот так праведные всегда обращались к Аллаху и просили Аллаха через Его имена. И таким образом мы должны искать пути приближения к Аллаху через Его имена. Аллах сказал: «Кули дa'у Аллаха, ау дa'у Рахман». Скажи, призываете Аллаха или призываете милостивого, то есть вы обращаетесь к Аллаху: «О Аллах», или же «Я Рахман», как бы вы ни призывали Его, у Него самые прекрасные имена. Сурат Исра, 110 аят. Поэтому обращайтесь к Аллаху через Его прекраснейшие имена, и тогда, иншаллах, степень, ценность наших дуа, молитв будет перед Ним выше, и возможность того, что Аллах примет наши дуа, будет намного больше. Поэтому ищите пути приближения к Аллаху через Его прекраснейшие имена. И вот здесь хочу немножко занять ваше время. Есть тоже один действительно серьезный момент, когда вот видишь среди мусульман много случаев, когда люди обращаются к Аллаху, братья и сестры обращаются к Аллаху теми именами, которых мы не находим среди 99 имен Аллаха. Поэтому на это указывали и наши татарские ученые: Шихабуддин Марджани, Алимджан Баруди, Риза Фахруддин, рахимахумуллах. И вот действительно никто из нас не имеет права придумывать, да, и называть Аллаха именами и качествами, которые Аллах Тааля не говорил о самом себе. Поэтому, дорогие братья, учите имена Аллаха и обращайтесь к Нему через них. И чем больше мы будем знать имена и качества Аллаха, тем больше мы будем любить Его. Потому что, что касается людей, очень часто бывает, когда с кем-то дружишь, да, но когда ты приближаешься к Нему больше и Его приближаешь к себе, иногда открываются такие качества в Нем, которые что? Разочаровывают тебя. И иногда, очень часто мы говорим себе: лучше бы я не приближался к Нему, вот дружил как раньше. Это часто бывает. Потому что мы люди, мы грешные. А Аллах, субханаллах, мы чем больше будем знать о Нем, тем больше мы будем любить Его. И тем больше мы будем, альхамдулилля, возвеличивать и почитать Его. Поэтому еще один пример. Вот, субханаллах, посмотрите, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас правильно обращаться к Аллаху и искать пути приближения к Его довольству. Как передает Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху ан, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кого-либо из вас постигла беда, пришла проблема, да, или скорбь, пусть он скажет эти слова, тогда Аллах заменит его скорбь радостью. То есть это слова мольбы, поминания Аллаха во время скорби, чтобы Аллах Тааля заменил нам печаль и скорбь на радость. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллахумма инни абдука. О Аллах, поистине я твой раб. Я твой раб. Ибну абдика. Я сын твоего раба. Потому что и я твой раб, и мой папа, отец, и дед, все они твои рабы. Ибну аматик. Я сын рабыни твоей. И моя мать
и моя бабушка, все рабы твои. Насияти биядик. Воистину, я подвластен тебе, то есть мой чуб перед тобой. Все, я подвластен тебе, я твой раб. Мадин фи хукмак. Решения твои, они обязательны для меня. Я никак не могу избавиться, спрятаться от них. Адлун фи кадаак. И приговор, вынесенный тобой, мне справедлив. Как бы Аллах, чего бы нас не лишил, Аллах Тааля. Иногда Аллах возвеличивает, иногда Аллах Тааля нас унижает. Все это мы признаем, что в этом справедливость Аллаха. Ас'алюка. Я прошу у тебя, вот как раз наша тема, бикуллис мин хуалек. Я прошу у тебя каждым твоим именем. Вот даже вот так можно просить. Не повторять все имена. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху и говорил: о Аллах, я прошу у тебя бикуллис мин хуалек. Каждым из твоих имен. Саммайта бихи нафсак. Ты назвал себя, то есть я прошу у тебя именем, которым ты назвал сам себя. Потому что Аллах только может называть себя каким-то именем. Ау анзальтаху фи китабик. Или же не спаслал его в книге твоей. Это твое имя мы нашли в твоей книге, в Коране. Ау аллямтаху ахадам мин халкик. Или же открыл его, твое имя, кому-либо из твоих творений. Или Джибраил, алейхиссалям, пришел с этим именем. Или же пророк, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал на это. Ау иста'тharta бихи фи ильмил гайби индак. Или же ты оставил его скрытым или сокрыл от всех своих творений. То есть у Аллаха есть имена, которые никто из его творений не знает. Ни Джибраил, алейхиссалям, ни наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никто не знал. Поэтому не знает. Поэтому посланник Аллаха научил нас просить у Аллаха даже теми именами, которые мы не знаем. То есть, о Аллах, я прошу у тебя даже теми именами, которые ты скрыл от своих творений. Антадж'аля аль-Кур'ана раби'a кальби. Сделай Коран весной моего сердца. Раби'a кальби, весной моего сердца. Ва нура садри, светом, нуром моей груди. Ва джала'a хузни, ва захаба хамми. И причиной ухода, исчезновения моей грусти и прекращения моей печали, моего беспокойства. Этот хадис в сборнике имама Ахмада. Вот, альхамдулилля, вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возьмите, субханаллах, вот пример, да, какую часть занимает само обращение, какими именами, качествами, да, и какую часть из этих слов занимает сама просьба. Вот он сколько, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сколько повторял качество, восхвалял, показывал свою слабость перед ним, нужду перед ним. Я твой раб, мой папа твой раб, моя мать твой раб, все мы рабы твои, мы перед тобой, мы покорны тебе. И только потом в конце посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попросил у него что-то. Поэтому, машаллах, обратите внимание на дуа, на мольбы посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и вы увидите, что большую часть иногда, очень часто, занимает именно слова обращения. Как ты обратишься к Аллаху, субханаллах? Как ты найдешь пути приближения к Нему, и потом, может быть, ты скажешь всего несколько слов, и Аллах, иншаллах, примет. Поэтому, когда обращаетесь к Нему, не пренебрегайте этим. Очень часто вот мы всегда спешим, мы всегда деловые, так ведь? И у нас нет времени долго обращаться к Нему. Мы или говорим: о раб, я рабби, о я рабби, я Аллах, и сразу начинаем просить. Мы обращаемся мало, а просим много. Так ведь? Субханаллах, обращайтесь долго. Повторяйте Его имена, Его качества. Скажите, что вы перед Ним, что вы слабы, что вы покорны перед Ним. И только потом, может быть, вы мало попросите, но Аллах даст вам это, субханаллах.
Вот в этом пример для нас, пример пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это первое. Ну, иншаллах, сама структура, правильная структура по сунне дуа у нас будет, иншаллах, отдельная тема. Второй вид тавассуль, на который указывает книга Аллаха и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, обращение к Аллаху посредством своей веры и праведных дел, которые совершает сам человек. То есть, когда мы обращаемся к Аллаху, мы можем рассказать Ему те наши благие дела, которые мы совершили или же совершаем только ради Него. Субхана, какие у нас благие дела? Самое благое дело – это иман. Мы уверовали в Аллаха. Поэтому, когда вы начнете просить у Него, вы скажите это Ему. Субханаллах. Рассказывать свои благодеяния рабам, людям, это приводит к рия, к показухе. Но мы можем эти слова сказать кому? Нашему Создателю. Если ты уверовал в Аллаха, скажи: «О Аллах, я уверовал в Тебя». Как один из подвижников обратился к Аллаху, и это в хадисе, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это дуа у мустаджаб. То есть это дуа, на который Аллах непременно ответит. Он сказал: Аллахумма инни ас'алюк. О Аллах, воистину я прошу у Тебя би анни шахидту, потому что я засвидетельствовал аннака анталлах, что Ты Аллах. У кого я еще могу просить? Я же засвидетельствую, что Ты Аллах. Аль-Ахад, Ты единственный. Ас-Самад, который ни в чем не нуждается, и все нуждаются в Тебе, вечный. Аллади лам ялид, валам юлад, который не родил и не был рожден. Валам якулляху куфуан ахад, и никогда никто не был равным ему ни один. И вот когда этот сподвижник сказал такие слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если он сейчас попросит, Аллах непременно ответит ему. Почему? Потому что он сказал: «О Аллах, я прошу у Тебя, потому что Ты Аллах». Вот как надо ценить эти имена, иншаллах. Это очень важно. И вот человек обращается к Аллаху, называя свои благие дела, через его веру, через его подчинение его велениям, покорность, поклонение. И прежде чем попросить у Аллаха что-то, мы можем назвать эти благие дела. И этому учит нас кто? Всевышний Аллах. Давайте несколько возьмем пример аятов. Суратуль Имран, Аль-Имран, 16 аят. Аллах Тааля говорит: «Аллазина якулуна», которые говорят, обращаются к Аллаху: «Раббана», о Господь наш, «Иннана аманна», воистину мы уверовали. Мы уверовали. Вера – это самое благое деяние, которое может совершить человек. Раббана, иннана аманна, воистину мы уверовали. Фагфир лана, мы уверовали, поэтому Ты прости нам наши прегрешения. Фагфир лана зунубана, прости нам наши грехи. Вакина азабан нар, и защити нас от мучений в огне. Вот этот аят учит нас правильно через наши благие дела обращаться к Аллаху. Другой аят в той же суре, 193 аят. Раббана, о Господь наш. Кстати, слово Раббана – это одно из причин принятия дуа. Так ведь 4 причины мы с вами учили, через которые Аллах Тааля принимает наши дуа, иншаллах. Раббана, иннана сами'на мунадиян юнади лил имани ан амину би раббикум фааманна. О Господь наш, мы услышали глашатая, мы услышали слова пророка Мухаммада, который призывал нас к вере и сказал: уверуйте в вашего Господа. И мы уверовали. О Аллах, мы слышали, все, мы услышали. Он призвал нас словами: уверуйте в вашего Господа. Фааманна. И мы уверовали. Раббана, о Господь наш, фагфир лана зунубана, прости нам наши грехи. То есть сначала мы говорим:
мы же уверовали в Тебя. Мы последовали за Твоим пророком, поэтому прости нам наши грехи. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا и отпусти нам наши ошибки, прегрешения. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ и упокой нас, то есть дай нам возможность умереть вместе с благочестивыми. Сурат Аль-Имран, 193 аят. И вот, машаллах, когда будете просить у Аллаха что-либо, скажите Ему то, что вы делаете ради Него. Тогда, быть может, Аллах примет ваши мольбы и, иншаллах, не оставит их без ответа. И вот хочу вам привести, кому-то напомнить хадис, который мы находим в сборнике и имама Бухари, и имама Муслима, который передает нам Абдуллах ибн Умар, радийаллаху анхума, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: однажды 3 человека шли по дороге, и их застал дождь. Они попали под ливень и решили укрыться в пещере, в горной пещере. После того, как они укрылись, с горы упала глыба, каменная глыба, и закрыла вход в пещеру, и выход, соответственно. То есть эта глыба заперла их. И тогда они поняли, что им самим этот камень не отодвинуть, не открыть, и они начали говорить друг другу: вспомните, какие благодеяния вы совершили только ради довольства Аллаха. Вот вспомните, кто что сделал только ради Него, ради Аллаха. И через эти благодеяния обратитесь к Нему, призовите Аллаха. Быть может, тогда Аллах отодвинет этот камень для вас и откроет вам путь выхода. И тогда первый из них сказал, обратился к Аллаху: «Я Рабби, о Господь мой, у меня было 2 родителей старцев, то есть пожилые мать и отец. Также у меня была жена и малые дети, маленькие дети, о которых я заботился. И отправляясь к ним вечером, я доил животные, или корова, или верблюд. И сначала, прежде чем зайти к жене и детям, я заходил к своим родителям и поил прежде своих родителей, потом только. То есть прежде сыновей я поил, угощал своих родителей. Вот когда-то были такие люди, которые в первую очередь, они не за детьми ухаживали, а за родителями. Сегодня у нас многие родители получают уход только после детей, если останется. Так ведь? И очень много братьев и сестер, когда женятся, выходят замуж, к сожалению, родители, они остаются на втором плане. А вот раньше, когда-то жили такие люди, которые, субханаллах, когда доили корову, они с молоком приходили к матери, к отцу, и только после родителей они кормили своих детей. Но как-то раз я смог прийти к ним только ночью, он опоздал. И в толковании, в шархе этого хадиса говорится, что он собирал хворост, дрова, чтобы кормить семью, и он опоздал, и пришел к ним только ночью. Он надоил корову, подоил, пришел с молоком к родителям, в то время они уже спали, и застал их спящими. Придя к ним с молоком, я встал возле них. Он это кому рассказывает? Аллаху. Он это рассказывает Аллаху, он обращается к Аллаху. Он говорит: придя к своим родителям с молоком, я встал возле них и побоялся разбудить их, побеспокоить их. И я стоял до утра, пока они не проснулись. И мои дети плакали возле моих ног. То есть они были голодными. И я не кормил их, пока не проснулись утром мои родители, и я пока не накормил их, я не дал молоко даже моим детям. Так вот, если ты знаешь, то есть Аллаху обращается, что я сделал это только ради тебя, только ради твоего довольства, то
открой нам выход, отодвинь камень, чтобы мы увидели небо. И тогда Аллах отодвинул ее, и сквозь эту щель они увидели небо. И тогда второй путник обратился к Аллаху и сказал: «Я Робби, о Господь мой, у моего дяди была дочка, и я так влюбился в нее». Бывает у нас иногда такое, да? И я полюбил ее так сильно, как только может мужчина полюбить на этой земле женщину. То есть он влюбился в нее. И сколько бы я ни пытался овладеть ею, то есть пришел шайтан, делал васваса, она все время отвергала меня, отказывала мне. И когда их семью постигла нужда, то есть у них не осталось денег для еды и питья, она согласилась стать моей взамен на 100 динаров. Не дирхамов, а 100 золотых монет. И я приложил много усилий, пока заработал эти деньги. То есть он так любил ее, и он так хотел ее получить. Я, говорит, очень много трудился, чтобы побыстрее заработать эти 100 динаров и овладеть ею. То есть совершить зина, купить ее. И вот я заработал эти 100 динаров и пришел к ней с ними. И когда я уже оказался над нею, она мне сказала: «О раб Аллаха, побойся Аллаха и не вскрывай то, что не принадлежит тебе по праву». То есть я не твоя, у нас нет никаха. И я не принадлежу тебе по праву. И тогда я оставил ее. Субханаллах, он сколько работал, сколько мечтал, сколько там старался овладеть ею. И вот в последний момент, когда деньги отдал уже, все, она, получается, под ним. И тогда она сказала: «Иттакилля, побойся Аллаха и оставь то, что тебе не принадлежит». И оставил ее. Так вот, о Аллах, если ты знаешь, что я сделал это, то есть он оставил харам. Он оставил харам. То есть получается, когда мы просим у Аллаха, мы можем сказать Ему о наших благих делах, которые мы совершаем ради Него. Также мы можем вспомнить те грехи, которые мы могли сделать, но мы побоялись Аллаха и оставили эти грехи. И вот он сказал: если я оставил этот грех только ради твоего довольства, то отодвинь камень для нас еще немного. И они увидели, как Аллах отодвинул камень. И тогда третий путник сказал: «Я Робби, о Господь мой, я нанял рабочего и договорился заплатить ему 3 саа риса». Саа, то есть это сосуд, который и во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, использовался. 3 саа риса. И когда он закончил работу, сказал мне: «Дай мне то, что мне полагается». И я поставил перед ним его оплату, 3 саа риса. Это немного, но он отказался брать этот рис. Поэтому я стал использовать этот рис как посевной материал. То есть он начал сеять рис, урожай брать, пока наконец не собрал от него коров и корм для них. То есть он это дальше пускал, дальше что-то покупал на это. И в конце концов я на эти 3 саа риса я купил коров и корм для них. И вот через сколько-то лет он снова пришел ко мне и сказал: «Иттакилля, побойся Аллаха и не обижай меня, дай мне то, что было положено мне по праву». То есть где мой рис? А риса уже нет, он это вложил в дело. И тогда я ему сказал: иди к тем коровам и забери их. Субханаллах, он же вот 3 сага вложил, и через сколько-то лет эти 3 сага риса, 3 вот этих сосуда риса превратились уже в коровы. Аллах дал ему баракат. И я сказал ему: иди к тем коровам и забери их, они твои. Тогда он сказал: «Иттакилля, побойся Аллаха, брат, и не издевайся надо мной». То есть это же какой-то рис был. И я ответил: я не издеваюсь над тобой. Забирай вот этих коров и их корм. Все это
твое. И он забрал все это и ушел с этим. Так вот, если ты знаешь, о Аллах, что я сделал это только из-за стремлений к твоему довольству, только ради тебя, то отодвинь камень и открой для нас выход. И Аллах отодвинул ее настолько, что они смогли выйти из этой пещеры. Этот хадис, сборник имам Бухари и Муслима. Машаллах. Вот 3 момента, да. Этот случай был во время Бану Исраиль, уже за много до пророка, алейхиссаляту вассалям. Но мы видим, как 3 путника, субханаллах, они обратились к Аллаху, и Аллах ответил им через свои благодеяния, свои благие дела, которые Аллах, альхамдулилля, принял у них. То есть они делали это только ради Аллаха. И вот здесь мы можем, обращаясь к Аллаху, называть наши благие дела, которые мы делаем ради Него. Машаллах, даже то, что мы, например, пришли на намаз, и мы делаем дуа, субханаллах, мы можем сказать: о Аллах, я пришел к Тебе. И если я оставил свою теплую квартиру, дом, любимую жену, моих детей, и пришел к Тебе в дом только ради Тебя, Аллах, прости мне мои грехи. Аллах, прими мой намаз, прими мои дуа, субханаллах. Или, например, вы поститесь. Если вы постились только ради Него, то скажите: о Аллах, особенно летом, когда Рамазан, да, 20 часов, 19, 17 часов, скажите ему про это. Если вам плохо, если вы устали, если у вас во рту все, нету влаги, а это терпение надо, тогда, субханаллах, скажите ему это. Про это же в газету нельзя писать, но это можете сказать ему. Скажите: о Аллах, ты видишь, у меня во рту ничего нет. О Аллах, у меня здесь ничего нет. Если я только ради Тебя оставил еду, питье, все это, хотя в холодильнике у тебя все это есть, Аллах, прости мои грехи. Аллах, прими мой дуа. Поэтому нужно научиться просить у Аллаха через этот метод, на который указывает и Коран, и Сунна. И также грехи. Очень часто бывают у нас моменты, когда мы можем погрузиться в харам. Например, кто-нибудь из нас занимается там коммерцией, бизнесом, да, и у него появилась уникальная возможность заработать много денег. Но на чаше весов шариата это харам. И кто-то тебе объясняет: слушай, брат, ты же заработаешь много денег. Обманем его, здесь что-то скроем, там что-то подменим, и ты станешь богатым. У тебя есть возможность заработать, погрузиться в грех, но ты оставил это ради Аллаха. Это ты оставил только ради Него. Потому что очень часто, если бы мы совершали какой-то грех в мечети, это бы имам еще увидел, братья. Но очень много моментов у вас на работе где-то, когда никто из братьев не увидит, не переживайте. Даже жена дома не заметит. А что она спросит? Деньги пришли, они радуются. Чем больше, тем они больше радуются. Так ведь? Но есть Аллах, который видит. Если у тебя была возможность заработать харамом, и ты, машаллах, оставил это. Ты оставил это, хотя твой нефс сказал: возьми. Вот же все воруют, все так живут. Возьми, а ты сказал: нет, я отказываюсь это ради Аллаха. Тогда скажи это кому? Аллаху скажи. Субхана, о Аллах, я оставил. Если я оставил это только ради Тебя, дай мне пропитание через халяль. Дай мне баракат в моем бизнесе, в торговле, в моей работе и так далее, и так далее. Субханаллах. Поэтому научитесь просить у Аллаха через ваши благие дела. 3. Приближение к Аллаху путем обращения к Его рабам, к людям, с условием, что они будут живыми. То есть обращаться с мольбами через усопших, через умерших мы не можем. Это тоже милость Аллаха. Каждый из нас в любое время может подойти к своему брату, которого он знает богобоязненным, который, машаллах, выстаивает намазы, который, машаллах, постится, который остерегается грехов, знающий, альхамдулилля, захид,
И абид, поклоняющийся, он может подойти к своему брату или позвонить ему, или написать ему письмо и попросить у него, чтобы он попросил за него, чтобы он делал дуа за него. И сподвижники часто приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и просили, чтобы он попросил Аллаха за них. И Анас ибн Малик рассказывает, этот хадис мы находим в сборнике имама Бухари и Муслима. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда произносил хутбу, пятничную хутбу, один бедуин встал с места и сказал: «Я Расул Аллах». Пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывает хутбу. Но у бедуина свои проблемы. Поэтому он встал и говорит, он перебивает пророка: «Я Расул Аллах, погибло наше имущество, высохли наши нивы, сделай дуа за нас. Нет дождя, нет, все, у меня там все горит. Все, у меня погибло все имущество. Обратись за нас». И Анас ибн Малик рассказывает, тогда посланник Аллаха поднял руки. То есть адабу дуа, да? Этикет дуа. И в это время на небе не было ни одного облака. Все было чистым. И клянусь Аллахом, пророк не опустил свои руки, пока на небе не образовались горы облаков. То есть он поднял руки и просил, пока на небе не появились горы облаков. И я клянусь Аллахом, он не спустился с минбара, пока капли дождя не начали стекать с его бороды. Субханаллах, это во время хутбы. Дождь пошел, откуда-то ветер появился, откуда-то облака появились. И Аллах не спаслал им дождь так, что с его намоченной бороды начали стекать капли дождя. Этот хадис в сборнике Бухари и Муслима. И другой пример. Мать Абу Хурайры. Абу Хурайра, мы его знаем все, да? Она долго сопротивлялась и не принимала ислам. И несмотря на все старания сына, а сын любил свою мать и старался, чтобы она была мусульманкой, сердце женщины было закрытым от истины. И однажды Абу Хурайра, то есть когда мать сказала в адрес пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень некрасивые, непристойные слова, то есть она начала бранить посланника, саллаллаху алейхи вассалям, он в слезах, не вытерпев этого, он побежал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И вот он подбегает к посланнику Аллаха, весь плачет и говорит: «Я Расул Аллах, я сколько призываю свою мать, чтобы она приняла ислам, и сегодня она такие плохие слова сказала про тебя. О, посланник Аллаха, сделай дуа за нее. Попроси у Аллаха, чтобы Аллах наставил ее на верный путь». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху и сказал: «Я Аллах, Аллахумма хди умма Аба Хурайрата». О Аллах, наставь мать Абу Хурайры на верный путь. Наставь сердце, открой сердце матери Абу Хурайры. И после этого Абу Хурайра успокоился и вернулся домой. Он хотел открыть дверь, но дверь была заперта изнутри. И когда он постучался, мать Абу Хурайры дала понять сыну, что она принимает полное омовение. То есть после принятия ислама. Она принимает ислам и берет гусль после принятия ислама. И вот это то, что произошло во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И очень много было моментов, когда при жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сахабы подходили к нему и просили, чтобы за свой народ, за свою семью, чтобы он просил за них дуа. Но когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся к Создателю, когда он умер, сподвижники перестали приходить к нему и просить, чтобы он попросил за них дуа. И сподвижники, зная, что если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, но еще жив его дядя со стороны отца, Аббас,
то они начали приходить к нему. И как передает Анас ибн Малик, ради Аллаху ан, есть, когда мусульман постигала засуха, Умар ибн Хаттаб подходил к Аббасу, к дяде пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и просил, чтобы Аббас попросил для них дождя. То есть они не подходили к могиле пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и не говорили: «Я Расуль Аллах, попроси у Аллаха, чтобы он нам дождь отправил». Нет. Они подходили уже к Аббасу. И Умар ибн Хаттаб обратился к Аллаху: «О Аллах, при жизни нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, мы обращались к тебе через него, то есть через его дуа, и ты нам не спосылал дожди. Сегодня мы обращаемся к тебе через дядю нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, то есть через дуа дяди пророка, не спошли нам дождь». И посланник, и Аллах Тааля не спаслал им дождь. Этот случай в сборнике имама Бухари. Поэтому вот этот случай указывает на то, что сподвижники приходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и просили, чтобы он делал за них дуа при его жизни. А когда посланника Аллаха не стало, они начали приходить уже к дяде. Поэтому мы можем обращаться только к живым братьям и сестрам, а уже умершим, какими бы они ни были там, может быть, богобоязненными, мы не можем. И вот другой случай. Однажды после долгой задержки дождя, тогда еще правил Муауия ибн Аби Суфьян, он жил в Дамаске, он повелел собрать народ Дамаска, и они со всеми жителями Дамаска пошли в пустыню просить дождь, истиска. И когда пришел амир, тут весь народ, весь город, да, всем дождь нужен, амиру дали свой трон, он занял свое достойное место, и как только он сел на это место, он начал искать кого-то и сказал: «Где Язид ибн аль-Асвад? Где он?» И через толпу людей к нему пробрался Язид. Когда Язид подошел к нему, Муауия встал со своего места и уступил ему свое место. Потому что где-то там, в делах правления, Муауия был первым. Но здесь, когда нужно было что-то попросить у Аллаха, Муауия не был первым. Но он знал, кто первый, у кого Аллах примет дуа. Поэтому он уступил свое место и сказал: «Это твое достойное место». И он обратился к Аллаху: «Муауия, о Господь, сегодня мы просим самого достойного из нас, чтобы он обратился к тебе». И тогда Язид поднял руки и начал просить Аллаха, чтобы Аллах не спаслал им дождь. И через некоторое время с запада появились облака, поднялся ветер и начал поливать ливень. И люди кое-как добрались домой. То есть вот Аллах принял дуа Язида. И поэтому правители знали, у кого дуа принимается, субханаллах, и пользовались этим. И в другой передаче этого же риваята говорится, когда люди вышли в пустыню, чтобы просить у Аллаха дождя, они сказали Язиду: «О тот, кто много плачет в своих молитвах, встань со своего места и обратись к Аллаху». И тогда Язид 3 раза попросил Аллаха не спаслать им дождь, и люди с трудом смогли укрыться от ливня. То есть Аллах не спаслал им дождь. И вот, альхамдулилля, это тоже милость Аллаха. Поэтому вот, к сожалению, многие из нас тоже не умеем пользоваться этим методом. Сегодня многие братья просто не понимают ценность мольбы своих братьев и сестер. Сегодня, машаллах, среди нас есть уважаемые аксакалы, которым уже не надо гнаться за дунья, которые уже не так вкусно спят, как мы, молодые, и не так устают. Машаллах, они там ночами, часами тахаджуд выстаивают, дуа делают. Машаллах, смотришь, есть бабаи, которые 5-кратный намаз в мечети читают, совершают. Нужно искать таких людей. Как Муауия ибн Аби Суфьян, он же искал, нашел и попросил, чтобы он просил народу дуа, так ведь? И поэтому нужно знать, где они. Нужно подойти к нему. Машаллах, не можешь
никахнуться, жену найти. Субханаллах, подойди, сам проси, конечно, в первую очередь. Подойди к аксакалу и скажи: бабай, машаллах, попроси у Аллаха, чтобы Аллах одарил меня богобоязненной девушкой. И поэтому мы не ценим добрую мольбу пожилых людей, субханаллах. И вообще мусульмане должны любить друг друга, переживать и научиться делать за братьев дуа. Чем мы больше будем просить за братьев, тем больше Аллах внушит сердца наших братьев, и они будут просить нас. Как передает Умму Дарда, что Абу Дарда во время ночных намазов упоминал имя и отчество 70 братьев. А в другой ученый, кому интересно, я могу книгу показать, в другом предании говорится, что Умму Дарда говорит, что Абу Дарда во время ночных стояний вспоминал 360 своих братьев по вере. 360 братьев, субханаллах. Двоих братьев мы можем, нет, а он 360 братьев, субханаллах. И ученые говорят, что это наверное, было во время суджуды. То есть он просил дуа за этого брата, за того брата, за того. 70, 360. А может быть так, что в этом случае он назвал 70, в другом 360. И когда у него жена спросила: а откуда ты это взял? Столько ты своих братьев, друзей вспоминаешь имена. Он сказал: как я могу не вспомнить имена моих братьев и не попросить за них дуа, когда я своими ушами слышал, как посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любой мусульманин, который будет просить за спиной, не гайбат делать, а просить за спиной своего брата за него дуа, аля расихи малакун муаккаль якулу амин валяка бимитл, над его головой будет специальный ангел, который будет говорить амин. То есть дуа его примется за братьев и скажет: валяка бимитл. Что ты для своих братьев просишь, пусть то же самое будет и для тебя. То есть ангел будет просить за него то же самое. Поэтому как я могу не просить за своих братьев, когда я знаю, что я буду просить за своих братьев, тоже ангел будет просить для меня. Поэтому, машаллах, очень много примеров. Иншаллах, у нас будет специальный урок, Аллах верса, который будет называться «Дуа за своих братьев». И там много таких примеров, когда ученые дуа делали друг другу. Машаллах. Может быть, например, вот Абу Ханифа: после смерти моего учителя Хаммада ибн Аби Сулеймана я после каждого намаза, это 5 намазов в день, я после каждого намаза просил за него прощения наряду с моими родителями. Субханаллах. Мы даже за родителей своих дуа не делаем очень часто. А он после каждого намаза, я наряду с моими родителями просил прощения за своего учителя Хаммада ибн Аби Сулеймана. Воистину, я прошу прощения за тех, у кого брал знания, и за тех, кому я давал знания. И за устазов своих, и за своих учеников. Поэтому, а мы, дорогие братья, и сами не умеем просить, и не можем пользоваться, субханаллах, мольбами наших праведных братьев. Джазакумуллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.